Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Изнатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Сегодня в Советском районном суде Казани избрали меру пресечения замначальнику отдела полиции Юдина Анатолию Григорьеву. Его подозревают в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Ходатайству перед Советским районным судом города Казани об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 9.03.2024. Какое решение вынес суд, расскажет Сирина Васильева. Врачи не едут, в поликлинике не дозвониться. Очень трудно дозвониться. Очень трудно. Как с нагрузкой справляются поликлиники Казани, узнала Алия Хайрудинова. Лучшие в стране и на одной трассе. Трасса прекрасная. Погода бы еще была немножко потеплее, было бы вообще замечательно. Как в Казани проходит этап Кубка России по лыжным гонкам, увидел Дмитрий Аренин. Советский суд Казани сегодня арестовал на 2 месяца заместителя начальника столичного отдела полиции Юдина Анатолия Григорьева. Он подозревается в превышении должностных полномочий и в воспрепятствовании осуществлению правосудия. По материалам дела он отпустил задержанного с наркотиками. Сегодня гособвинение просило отправить его в СИЗО на время следствия. Сам полицейский заверил, скрываться не собирается. Из зала суда Сирина Васильева. Советский районный суд Казани 38-летнего Анатолия Григорьева привезли в наручниках. До заседания он долго общался с адвокатом, при этом старался скрыть лицо от журналистов и камер. В зале он был спокоен. Пожалуй, сильнее всех переживала супруга. Заместителя начальника отдела полиции Юдина Казани обвиняют в превышении должностных полномочий и в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Как сегодня прозвучало в зале суда, в октябре прошлого года подчиненные Григорьева во время патруля задержали 28-летнего водителя. В его машине обнаружили подозрительный сверток. Позже экспертиза показала, это было наркотическое вещество – мефедрон. По материалам дела Анатолий Григорьев забрал у своей подчиненной дело, а вместе с ним и один из вещдоков – телефон задержанного. Следователь сегодня рассказал, полицейский вскоре вернул задержанному телефон и отпустил, объяснив это тем, что тот плохо себя почувствовал. Григорьев, осознавая общественную опасность своих действий, явно выходя за пределы полномочий, но из-за иной личной заинтересованности, нарушил уголовно-процессуальный закон и вернул сотовый телефон Мишенькину под расписку. Своими преступными действиями создал препятствия для процессуальной проверки и документирования закрепления информации о причастности Мишенькина к незаконному обороту наркотических средств. В случае, если задержанному стало плохо, дежурный был обязан вызвать скорую, утверждает следствие. Поэтому совместно с гособвинением они просили суд взять Анатолия Григорьева под стражу на 2 месяца. Григорьев подозревает в совершении тяжкого преступления, наказания за которое предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Поэтому следствие имеет основание полагать, что Григорьев может скрыться от органов предварительного следствия, и суда может продолжить заниматься преступной деятельностью, может угрожать и оказывать давление на свидетелей, в том числе находящихся в его непосредственном подчинении. Он может уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Адвокаты настаивали в отказе в избрании меры пресечения для своего подзащитного или облегчить его, так как у Григорьева 2 малолетних сыновей, один из которых серьезно болен, и есть родители, нуждающиеся в постоянном уходе. По словам адвоката, у Григорьева множество наград за добросовестную службу. Добровольно являлся следственный орган, что также, я считаю, необходимо учитывать при рассмотрении ходатайства следователя, то есть говорить о том, что, значит, может каким-либо образом или желала скрыться от органов проведения следствия, я думаю, что этот довод следствия является несоответствующим действительности. Когда слово дали Анатолию Григорьеву, он подтвердил позицию адвоката. Я скрываться не собираюсь, у меня с онкологией, Выслушав стороны, судья постановил отправить Григорьева под стражу до 9 марта. Избрать в отношении Григорьева Анатолия Николаевича, 24 февраля 1985 года рождения. Мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия на 1 месяц 28 суток. На решение Фемида обвиняемый никак не отреагировал. Адвокаты Григорьева планируют обжаловать решение об аресте. Сирина Васильева, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Россию накрывает тридемия. Как объясняют специалисты, пациенты заболевают сразу 3 вирусами – ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Тройная атака уже отмечается во многих регионах России. Случаи заболевания зафиксированы в Тюменской области, на Кузбассе, в Алтайском крае и других. В Набережных Челнах тридемию ждут на следующей неделе. Казанские поликлиники тоже перегружены. Некоторые фильтры до сих пор работают в 2 смены. Горожане болеют гриппом, ОРВИ и ковидом, но пока в каждом случае по отдельности. Пациенты жалуются, не могут дозвониться до регистратуры, хотя пика еще нет.
Ваша позиция в очереди 9. Мы решили сами позвонить в несколько поликлиник Казани. В Дербышках просто не брали трубку, как во взрослой, так и в детской. В 20-й работал автоответчик. Через 10 минут на том конце провода трубку подняли. Подскажите, пожалуйста, а почему невозможно дозвониться? По полчаса приходится звонить. Очень много звонков, поэтому... Скажите, пожалуйста, а записаться, вызвать врача на дом можно? Долго придется ждать или легче самой прийти? Дня до 8 вечера. Вызовов много. Если есть возможность, лучше подойти самим. Мы спросили у пациентов. В регистратуру очень трудно дозвониться. Очень трудно. Там музыка играет. Вам сколько вот пришлось звонить? Ой, я бросаю трубку, я не дожидаюсь. Когда болеешь, не дозвонишься, и очень долго идут врачи. И приходят на 5 минут, но как-то так смотрят не очень внимательно. Когда большая температура приходит, но когда маленькая уж это, вызовов, говорит, много, во время гриппа уж, вот это, когда 140 вызовов сегодня, мы не сможем, на фильтр приходите. Нагрузка на врачей выросла перед Новым годом, признаются медики. Фильтр 21-й поликлиники на Дубравной и сейчас работает в 2 смены. В каждой по 2 врача. Принимают по 80 пациентов. Это в 2 раза больше, чем обычно. Эпидпороги по заболеваемости по ОРВИ превышены так же, как во всем Татарстане. Мы видим этот подъем заболеваемости. У нас действительно повышена нагрузка на фильтр. Мы ее решили, да, привлечением врачей. Мы призываем пациентов, которые чувствуют себя удовлетворительно, у них невысокая температура, да, не выше, чем 38,5, у них нет выраженных катаральных явлений в виде выраженного кашля, насморка, да, слезотечения. Мы их призываем обратиться сюда на фильтр. Везде сейчас большие очереди, если, образно говоря, даже приходишь к терапевту, там надо посидеть там, как минимум 2 часа времени, это очень долго. А здесь, в принципе, процедура намного быстрее, заодно ты получаешь и результаты, как бы там на ковид, на ОРВИ. Очередей не было и в 20-й поликлинике на Сахарова. К 10 утра основной поток пациентов спадает, говорят врачи. С началом года снизилась и нагрузка. Так, в декабре из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями рабочий день специалистов был длиннее. Смены длились по 12 часов. В фильтр обращались по 400 человек в день, сейчас 150. Вызова мы также принимали все новогодние праздники. И если вызова достигали до Нового года до 250, то уже после Нового года тоже стало намного меньше. Сейчас мы работаем в обычном режиме. Однако расслабляться не стоит, говорят врачи. В России в обиход вошло новое понятие – тридемия. Это когда один человек заболевает сразу 3 вирусами – ОРВИ, ковид и грипп. Челнинский санитарный врач заявил, Автоград тридемии накроет на следующей неделе. В случае тройной атаки уже фиксируют в Тюменской области, на Кузбассе, Алтайском крае. Я просил бы особое внимание обратить на качественное проведение утренних фильтров, так называемых. Качественный осмотр, термометрия обязательно. И при малейшей, если будет выявлено какое-то предзаболевание, в спешном темпе изолировать этого ребенка. В эти дни в усиленном режиме работает и скорая. В приоритете пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вызовы по поводу высокой температуры тоже сейчас поступают в достаточно большом количестве. И часть этих вызовов в часы работы поликлиник мы передаем на обслуживание в поликлинике. По словам врачей, важное место в борьбе с инфекцией занимает профилактика. Маски, мытье рук, дезинфекция рабочего места. Лучшее оружие против тридемии. Алия Хайрудинова, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань. Школы Татарстана на этой неделе перешли на обновленную информационную систему «Электронное образование». Однако с внедрением возникли проблемы. Кто-то не может зарегистрироваться в новой системе или происходит сбой. Сегодня с разъяснениями на большом онлайн-родительском собрании выступили вице-премьер Лейла Фазлеева, руководство Минобра и представитель Минцифры. Обновленная система не меняет предыдущего подхода в образовании и не означает перехода на дистанционное обучение, заявил Эльсур Хадиулин. За 3 дня
дня через госуслуги зарегистрировались больше 100 тысяч родителей. За 1,5 часа собрания посмотрели 155 тысяч татарстанцев. Они оставили больше 30 тысяч комментариев. Ильцур Хадиуллин ответил на часто задаваемые вопросы. Так он рассказал, бумажной формы журнала больше не будет. Прошлые оценки можно посмотреть в старой версии. Если родитель отказывается вводить данные через госуслуги, логин и пароль можно узнать в школе с 22 января. Министр прокомментировала ситуацию, когда родитель и вовсе отказывается регистрировать ребенка в системе электронного образования. Отзыв родителей с согласия на обработку персональных данных не может быть основанием для прекращения введения электронного журнала, поскольку функции школы повышают текущей успеваемости учеников прямо установлена законом об образовании. Однако обработка данных будет осуществляться деперсонализированно. Основание письмо Министерства развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 28 августа 2020 года, вы номер тоже видите, о методических рекомендациях. Поэтому отзыв родителей не является основанием для прекращения, получается, ведения электронного журнала. При возникновении вопросов родители могут обратиться в техподдержку или на горячую линию по номеру 525 70 99. Если у родителей на платформе появляются данные чужих детей, специалисты советуют проверить данные на своем аккаунте в госуслугах. Вице-премьер заверила родителей, введение данных в систему безопасно. Уважаемые коллеги, обращаем пристальное внимание на то, что информация в данном ресурсе защищена и является информацией персональной и защищенной по всем тем правилам, которые установлены сегодня законодательством Российской Федерации. Одни из популярных вопросов, которые возникают с ошибками по входу, связаны с тем, что либо некорректно заполнены данные на портале государственных услуг Российской Федерации у родителей по своим детям, либо, соответственно, при зачислении ребенка в школу в системе нашей государственной информационной системы Республики Татарстан были допущены какие-то ошибки из-за человеческого фактора. Дом в Осиново, получивший повреждения от взрыва газа, решено снести. Об этом сегодня сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев. Мы рассказывали, как 3 недели назад в поселке Осиново произошло частичное обрушение двухэтажного 16-квартирного дома из-за взрыва бытового газа. В результате скончался 63-летний мужчина. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Жильцы дома получили единоразовые денежные выплаты от муниципалитета. Сегодня глава Зеленодольского района вновь встретился с жильцами и сообщил, дом будут сносить. Рассматривается вопрос строительства нового по программе Госжилфонда. Сегодня Татарстан накрыл западный циклон. Весь день в республике метет, сильный порывистый ветер. В разных частях Казани образовались транспортные пробки. В аэропорту имени Тукая были задержаны несколько рейсов. Осложнилась ситуация на региональных и федеральных трассах. На некоторых участках ввели временное ограничение движения междугородних автобусов, маршрутных такси и грузовиков. На М7 «Волга» перекрыт ряд участков. В Татарстане это подъезд к международному аэропорту, Буинску, Зеленодольску. Сильный снегопад в республику принес мощный циклон. По данным гидрометцентра, под его влиянием мы будем находиться и завтра. Несмотря на осадки, резкого потепления ждать не стоит. Ночью до минус 21, днем минус 11-16 градусов. Сегодня на переправе между Аракчино и Верхним Услоном под лед провалилась машина. Это легенда масштабных учений МЧС. По сценарию автомобиль ушел под воду после столкновения с другой машиной. Спасателям пришлось сначала доставать водителей и пассажиров, потом уже саму технику. Учения проходили на фоне ЧП в Башкортостане. Здесь на переправе через реку Белая провалился большегруз. Под ним раскололся 30-сантиметровый лед. Как проходили учения и почему переправу открыли только в середине зимы, расскажет Алия Харудинова. Это кадры утонувшей на реке Белая фуры. Многотонник ушел под лед на переправе в Башкортостане. На кадрах видно, как спасатели готовятся его вытащить. Это ледовая трасса в Башкортостане только для автомобилей до 3,5 тонн. Перегруз – главная причина ЧП на льду, говорят специалисты. Челнинский 10-тонник ушел на дно, 62-летний водитель погиб. Он был сотрудником одного из татарстанских предприятий.
Сегодня в Казани сотрудники МЧС отработали все действия в случае подобных ЧП. По легенде, из воды вызволяли ушедший под лед автомобиль. В салоне находились люди. Машине не давали уйти на дно при помощи деревянных балок. Пассажиров доставили на берег на судне на воздушной подушке и передали медикам. Самое главное, на воду, конечно, ходить не одному. Это самое первое, если рыбаки уж, они ходят группами, но бывают случаи, где вот, оказывается, лед отрывается, уходит. А когда проваливается под лед, наши действия какие их? Быстро вытащить из воды, оказать, согревать, не дать замерзнуть. Эти учения были перед открытием переправы между Аракчино и Верхним Услоном. Чтобы выдержать 3,5 тонны, нужно не менее 25 сантиметров ледового покрова. На данном участке акватории толщина льда составляет 40 сантиметров. По ней ежедневно проезжают до 1500 машин. Ледовая трасса сокращает путь до 60 километров до Верхнеуслонского, Буинского и Апастовского районов. В этом году из-за высоких температур переправу открыли на месяц позже. Это сокращение времени проезда, но, естественно, экономия бензина. И немаловажным фактором является, что стоимость проезда осталась на уровне прошлого года. Для нас важным вопросом еще является обеспечение безопасности. Вот по данному вопросу мы все посмотрели, проверили, сделано максимально все. Переправа – это такая же дорога, только ледяная. И здесь тоже есть свои правила. Расстояние между машинами не менее 50 метров. Скорость не больше 20 километров в час. А для пешеходов крайний правый ряд. Переправа будет работать круглосуточно. Ночью водителям помогут сигнальные огни. Экономит время, деньги, средства. Очень удобно. Я думаю, что МЧС смотрит за толщиной льда и наращивает необходимую толщину. Либо были морозы, соответственно, что позволяет эксплуатировать. Сейчас в республике открыты 4 переправы. Если морозы не сменят плюсовые температуры, то они будут работать до марта. Алия Хайрудинова, Лисан Саитова, ТНВ, Казань. В Нижнекамске сегодня дали старт масштабной благотворительной акции «Подари тепло герою». Жители начали сбор средств в поддержку бойцов и земляков. Это станет большим подарком к 23 февраля. Для каждого, кто сейчас находится на передовой, подготовят именные посылки с самым необходимым. Сегодня в местном филиале Фонда «Защитники Отечества» прошла встреча мэра с волонтерами, руководителями предприятий и военного комиссариата. В комплект военнослужащего входит термобелье, то есть это штаны, кофта для бойца, тактические перчатки, также балаклава. Рустем Канцер – участник спецоперации. Он, как никто другой, знает, насколько эти вещи необходимы в зоне СВО. И это еще не все, чем будут наполнять подарочные вещмешки для бойцов. Налокотники, фонари. Просили ребята еще и саперные лопатки. Возможно, до укомплектования того, что будут еще и трусы, носки, как говорится, для того, чтобы бойцу было удобнее. То есть он не бегал, нигде не ходил, и не искал, что ему одеть сейчас. В каждый набор положат открытки и письма от жен и родителей. Пожелания напишут и школьники. Это, по словам бойцов, греет не меньше, чем одежда. Укомплектуем, делаем сейчас в данный момент к 23 февраля подарок ребятам такие небольшие, тревожные чемоданчики, можно так даже сказать. Глава Нижнекамского района Рамиль Мулин сегодня дал старт большой благотворительной акции. И первым к ней присоединился. Он приобрел для земляков 15 комплектов вещмешков на собственные средства. Планирует отправить в зону СВО 1000 таких. Один комплект будет стоить 15 тысяч рублей. Мы специально здесь постарались, часть того, что специально постарались, чтобы это было качественно, потому что даже ребята, которые были в зоне, они сказали, что если есть, то лучше качественные вещи, потому что, там возможности стирать, возможности менять их, они достаточно ограничены, военные условия, окопные условия. На встрече с военнослужащими обсудили вопрос доставки гумпомощи на передовую. Главное, чтобы посылка попала лично в руки бойца. Часть даже жен говорит, что лучше отправлять через военную почту, потому что в течение 2 недель посылка реально доходит до каждого бойца. Сумма, которую нужно собрать для закупки наборов, 15 миллионов рублей. Сбор будет идти до 10 февраля, потом в путь. Наверное, в своей мирной жизни мы не всегда это чувствуем, но ребятам нужно внимание
внимание, они находятся в зоне боевых действий, где ежедневно идут, они видят потери, видят разрушения, видят взрывы. Поэтому, когда ты это все видишь, очень важно, что за тобой. Принять участие в акции может любой желающий. Все подробности на сайте добро.нк.рф. Светлана Звонарева, Алмаз Кашаев, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Обманутые туристы волжских путешествий «Плюс» снова обрели шанс на получение выплат за несостоявшийся круиз. Поделят ли 12 миллионов рублей от продажи теплохода между пострадавшими? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Своевременно сдавать документы в архив и не пытаться использовать достояние всей республики только в своих целях. Призвали сегодня на коллегии Госкомитета Татарстана по архивному делу. Ее провел премьер Алексей Песошин. Республика занимает второе место в ПФО по количеству хранимых документов и один из лидеров в России по количеству оцифрованных. Однако показатели могли быть куда лучше, заметили сегодня, если бы все документы сдавали вовремя. Кто и почему не хочет отдавать их на хранение и как желание сохранить документы у себя приводит к нецелевому расходованию бюджетных средств, выяснял Рамиль Шайдулин. Алексей Иванович, начнем отсюда. Так, вот у нас это вестибюль. Как видите, мы рады вас приветствовать и всех гостей. Да. Это новое здание Госархива Республики в Столбищах. Здесь хранится вся история Татарстана. Почти 6 миллионов бумажных видео, аудиоматериалов. По этому объему наша республика занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Документы бывают разного цвета, разных оттенков. Мы их смешиваем. Алексею Песошину показывают, как восстанавливают исторические документы. Специальная бумажная масса и высокоточное оборудование позволяют наращивать недостающие фрагменты листов. Восстанавливают прессом не менее чем на 24 часа. И результат мы имеем, скажем, что было, но это у нас больной средней тяжести, и то, что стало. Чаще всего это выписки из метрических книг. Услуга пользуется большой популярностью среди тех, кто составляет генеалогическое древо. В прошлом году таким образом было оцифровано 8,5 тысяч документов, самый старый – середины 18 века. Запрос получаем, смотрим, что. Значит, девочки по путеводителю. Здесь же при наличии необходимых разрешений теперь можно ознакомиться и с документами, хранящимися под грифом «Секретно». В данном читальном зале пользователи работают только с фильтрационно-проверочными делами, с секретными документами, которые нельзя вывозить в другой читальный зал, либо с периодикой, которая тоже не вывозится отсюда, из хранилища. А это, что называется, пульт управления всем госархивом, автоматизированная диспетчерская. На этих мониторах температура и влажность каждого отдельного помещения. Их регулируют буквально до 0,01%, ведь каждый вид документов требует отдельных условий хранения. Вообще главное требование – это влажность и температура, да? Да, точно. Переезд основных документов в новое здание Госархива завершился в 2022 году, но фонды продолжают пополняться. В стерильных условиях документы сначала очищают от пыли и плесени, затем сдают на хранение. В цифровом формате хранятся уже более 430 тысяч документов. Это один из лучших показателей по России. Однако цифра могла быть больше, если бы фонды вовремя пополнялись из районных архивов и организаций. Об этом говорили уже на коллегии. По итогам года 17 муниципальных архивов не передали готовые документы на хранение в Госархив. 8 из них даже не приступили к подготовке. Предприятиям, организациям нужно пересмотреть свои отношения к этому вопросу. Крупные лидеры промышленности должны быть примером в этом деле для других. Есть федеральный закон 1998 года, есть республиканский закон 2005 года. И не выполнять его, то есть это не заслуга тех, кто его не выполняет, а просто наша недоработка. Поэтому этим делом мы все будем заниматься. Такую задачу неоднократно ставил и раис Республики Татарстан Рустам Горячий Миниханов. Глава республиканского агентства Татмедиа Айдар Салимгараев рассказал, как материалы в архив сдают татарстанские СМИ по закону в течение месяца со дня опубликования. В свою очередь, Госархив поднимает еще один важный вопрос – недополучение важных для архива документов. Так, ряд организаций, производящие книги, аудио и видеопродукцию на бюджетные средства, практически присваивают готовый контент. Необходимо, чтобы результаты деятельности, созданные на средства бюджета, результаты мер господдержки, собирались и хранились в одном месте. Это уполномоченный законом на государственное хранение документов Государственный архив.
В этом случае возникает возможность повторного или коммерческого использования результатов мер господдержки, что в свою очередь позволит возвратить и затраченную часть бюджетных средств. Материалы, созданные на бюджетные средства, предложили передавать в архив с помощью единой межведомственной системы электронного документооборота и единой архивной информационной системы. Для совершенствования деятельности архивной службы на коллегии заявили о необходимости внести изменения в отдельные нормативно-правовые акты. Алексей Песошин поддержал предложение и поручил подключиться к работе все заинтересованные стороны. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. На новом лыжном комплексе казанского поселка Мирный сегодня стартовал 5-й этап Кубка России по лыжным гонкам. На соревнования приехали около 200 лучших спортсменов страны, в том числе олимпийские чемпионы. Отметим, с прошлого года российские лыжники, как и другие спортсмены, отстранены от международных соревнований. И такие старты становятся, по сути, единственной возможностью показать свое мастерство и поддержать спортивную форму. Что происходило в первый день соревнований в Мирном и как показали себя татарстанские лыжники, расскажет Дмитрий Аринин. Начало соревнований в Казани дали девушки. Участницам предстояло преодолеть 10 километров свободным стилем. Лыжницы стартовали раздельно, и перед выходом на трассу тренеры основательно подбадривали своих подопечных. А я такие-то тоже, они нормальные, толстые. Татарстан на 5-м этапе Кубка страны представляют 82 спортсмена. Своих представителей делегировали более 40 регионов. На одной трассе и олимпийские чемпионы, и юниоры, для которых это первые серьезные соревнования. У меня не было опыта на международных стартах, поэтому я не знаю, что это такое. А здесь мы соревнуемся с лучшими лыжниками как России, так и мира. Поэтому это хорошая конкуренция и возможность для нас, юниоров. Первое место! Вероника Степанова! 10-километровую гонку среди женщин выиграла олимпийская чемпионка Вероника Степанова. В десятку лучших вошли две татарстанские лыжницы – Анастасия Доценко и Лидия Горбунова. Они, как и многие участники, предпочитают воздерживаться от комментариев до конца турнира. Но, как говорят менее суеверные спортсмены, соревнования в Казани организованы на высшем уровне. Своим результатом я очень довольна. Вполне соревнования здесь понравились. Вообще, мне кажется, организация на этом этапе просто на высшем уровне. Стадион подготовлен прекрасно, трасса прекрасная. Поддержать своих спортсменов приехали болельщики из разных регионов. На площадке их даже научили татарским танцам, а еще поили горячим чаем и кормили оладьями. Питание есть, горячий чай, все, гостеприимство хорошее. Мы с Мороза приехали. У нас 25 было, поэтому нет, все хорошо. Отличные соревнования, хорошие спортсмены. У мужчин сегодня на дистанции 15 километров свободным стилем и с раздельным стартом предсказуемо победил олимпийский чемпион Александр Большунов. 4-е место занял татарстанец Иван Горбунов. В Минспорте республики на соревнования смотрят с оптимизмом. Будем продолжать в этом же духе. У нас есть перспективы по дальнейшему развитию и, конечно, по дальнейшему календарю. Но сегодня только первый день. Давайте еще переживем, мы будем радоваться лыжам еще 2 дня и потом подведем итоги. Как отмечает Федерация лыжных гонок России, несмотря на международный бойкот, спортсмены страны готовятся в прежнем режиме, и конкуренция у нас выше, чем на других мировых соревнованиях. Все рассказывают, кто смотрел Тур де Ски, сказали, что там конкуренции вообще нет, поэтому смотрите на наши соревнования, и вы видите, что конкуренция реально есть. Да, есть лидеры, но они также и там есть. Соревнования завершатся в воскресенье. Мужчинам и женщинам предстоит разыграть награды в нескольких дисциплинах. В целом же Кубок России будет состоять из 7 этапов. Дмитрий Аринин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзяхате. До встречи. Здравствуйте. Исянлисис. В Татарстане погодные условия в предстоящие сутки практически не изменятся. Осадки сохранятся. А сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Кукмаре и Балтасях будет облачно. Пройдет снег. Температура днем 15-16, ночью холодно 22-24 градуса. В Буинске, Апастово и Тетюшах тоже снег. Будет пасмурно. Минус 16 днем и минус 22 ночью. В Чистополе, Нурлатах, Новошишминске облачно, снег. Температура днем составит 14, ночью 22-24 градуса мороза. В Набережных Челнах, Менделеевске и Агрызе облачно, осадки в виде снега. Днем 15 градусов мороза, ночью 24. В Альметьевске, Азнакаево и Урусу днем от 12 до 14 градусов ниже нуля, ночью 23-24. Здесь тоже осадки.
В туристических городах республики также пасмурно. Обещают осадки. В Свияжске облачно, снег. Температура днем минус 17, ночью минус 22 градуса. В Болгарах облачно, пройдет снег. Днем 16 градусов, ночью 22 градуса мороза. В Елабуге пасмурно, снег, минус 14 днем и минус 23 ночью. Облачная погода ожидается и в Казани. Пройдет снег. Температура днем 16, ночью 22 градуса мороза. Давление ниже нормы. Оно составит 735 мм ртутного столба. Ветер северо-западный сильный. Его порывы будут достигать 5 метров в секунду. Влажность 77%. Магнитное поле Земли спокойное. Пока это все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. До встречи.